Амырғынна күдігік жон амырғынна. Алдын туамалшылары амырғынна. Адаларының чаяп берген көменге ары чағай өреліміз салылыңар. Мы народ весь приветствуем в день этот светлый, и тувы золотой с теплотой мы встречаем гостей. И родной свой Хэмэй, сердцем предков согретый, освещаем сегодня этот голос гор и степей. Амыр бенде эргим күнділік тоба көзімнің көмейнің мөгейкшілері, үнелі көмейбістің әділекшілері, күнділік көрікшілер база жалаттырған алжылар. Добрый вечер, дорогие зрители, гости нашей республики, ценители тувинской музыки, уважаемые мастера хэмэжи и участники симпозиума. Позвольте поздравить вас с открытием знакового для нашей республики события года, очередного 8-го международного этномузыкологического симпозиума Хэмэя. И поддержать этот культурный проект приехали наши коллеги. Коллектив Красноярского академического симфонического оркестра под руководством Михаила Масенкова. Для приветственного слова на сцену приглашается министр культуры Республики Тыва Виктор Сергеевич Чикжит. Добрый вечер, уважаемые участники 8-го международного симпозиума Хэмэй, любители горлового пения и наши гости сегодняшнего праздника. Я рад приветствовать вас на торжественном открытии 8-го международного симпозиума Хэмэй «Феномен культуры народов Центральной Азии». Симпозиум – это масштабное мероприятие международного уровня, целью которого выступает изучение, сохранение, возрождение традиций исполнения тувинского горлового пения Хэмэй. Данное мероприятие проводится на протяжении более 30 лет и до сегодняшнего дня не утратил своей актуальности. Так, в этом году симпозиум объединил в себе более 60 участников, в том числе из зарубежных стран, таких как Япония, Тайвань, Монголия, Соединенные Штаты Америки, Нидерланды, Финляндия, Италия, Испания, Турция и Китай. В том числе и наши региональные из наших регионов. Основная идея симпозиума состоит в том, что в современном мире Хэмэй является объектом сближения и объединения. Его значимость велика, способствующая установлению новых творческих связей, объединению исследовательской деятельности для решения проблем хэмэеведения. Хэмэй с каждым годом привлекает все больше и больше новых поклонников и научных исследователей. Надеюсь, что эти 3 дня вы проведете с пользой и удовольствием, откроете многое из традиций и культуры Тувы. Благодарю вас за искренний интерес к жемчужине тувинской культуры Хэмэю. Глубоко убежден, что по итогам симпозиума будут приняты важные решения, которые позволят сохранить и развивать горловое пение. Еще раз хочу поздравить всех с открытием международного симпозиума Хэмэй «Феномен культуры народов Центральной Азии». Желаю успехов всем участникам. Хотел бы добавить, что мы сегодня по поручению главы республики Ховалы Владислава Таваштаевича в первом зале Дома правительства мы открыли пленарную часть симпозиума с участием заместителя председателя правительства Республики Тыва Сардлар Орлан Тенеколовича. В данном мероприятии были очень много исследователей, научных работников. Сейчас как раз продолжается секционные работы. Сегодняшний концерт, данный проект
«Симфония Хамей», мы так называем. Мы начали с прошлого года. В прошлом году мы данный проект реализовали с нашими соседями с Хакасским симфоническим оркестром. Под его сопровождением наши исполнители тувинского горлового пения исполняли свое горловое пение. И сейчас в продолжение данного проекта мы на сегодняшний день пригласили наших гостей, наших коллег Красноярского академического симфонического оркестра под руководством Масленкова Михаила Владиславовича. Давайте поздравим и поблагодарим наших оркестрантов. Уникальность данного проекта. Мы все знаем, что тувинское горловое пение в основном в нашем народе исполняется по сопровождению игилла, ташпулура, национальных инструментах. А вот мы до такого развития дошли, что тувинское горловое пение начали сопровождать уже симфонический оркестр. И это тоже очень большое начатое. Вот буквально очень много, конечно, наших, особенно июнь месяц, в нашем по линии Министерства культуры очень много межрегиональных, международных уровня мероприятий. И буквально, вот не знаем, в этом зале наверняка сидят наши гости. Буквально вот 3 числа к нам прибыли преподаватели Новосибирской консерватории. Значит, здесь проходит летняя творческая школа «Лето в Центре Азии». Значит, здесь прибыли все дети наших соседних регионов Хакасии, Черногорска, Минусинска. Много здесь сидят в этом зале и преподаватели. И вот для них мастер-классы, конкурсы все проводят наши преподаватели из Новосибирской консерватории и в том числе из Академии имени Гнесиных по классу баяна. Поэтому я бы хотел поблагодарить всех, поздравить наших гостей вот из наших регионов. Еще раз. Наверняка все помним, буквально недавно, вот как бы продолжение данной вот этого проекта, да, 30 апреля в Москве в Большом театре новой сцене наша группа «Алаш», фольклорная группа «Алаш» под руководством Ондарова Дадожу Владимировича выступили тоже под сопровождением Большого симфонического оркестра Министерства обороны Российской Федерации. Вы наверняка видели, да? Вот поэтому я бы хотел, давайте поблагодарим. Я бы хотел по поручению директора департамента культуры Министерства обороны Горный Артема Владимировича, буквально наверняка в прошлом году помним, сюда приезжали вся группа и открывали здесь установка памятника Терсузала. Вот сейчас фойе нашего театра стоит. Вот как раз по линии департамента культуры Минобороны. Вот сейчас как раз по поручению, по просьбе Горного Артема Владимировича хотел бы зачитать благодарность от имени министра обороны Российской Федерации Шойгу Сергея Кужгетовича. Уважаемый Пододожу Владимирович, примите слова искренней благодарности за предоставленную возможность военнослужащим, участникам специальной военной операции, членам их семей, ветеранам войн и вооруженных сил соприкоснуться с уникальной тувинской национальной культурой. Выступая на сцене Государственного академического Большого театра России, коллектив фольклорного ансамбля «Алаш» в очередной раз проявил высокий профессионализм и феноменальные навыки вокального искусства. Символично, что концерт «Симфония Победы» состоялся в преддверии праздника Великой Победы и стал замечательным подарком ветеранам и воинам российской армии в лучших традициях многогранной культуры с нашей страны. Желаю вашему коллективу творческих успехов, вдохновения и новых высот искусства. Министр обороны Российской Федерации, генерал армии Сергей Шойгу. Хотел бы пригласить Пододожу Владимирович, руководитель группы «Алаш».
Сейчас осталось по сегодняшнему концерту. Сегодняшний концерт, значит, тоже здесь выступают под сопровождением симфонического академического оркестра, Красноярского оркестра выступают наши фольклорные группы. Это Алаш, Чиргилджин, Хумейбит и Одучу. Поэтому мы сейчас все услышим. Еще раз с праздником. Хорошего просмотра. С праздником. Начинаем торжественную церемонию вручения ведомственных наград Министерства культуры Республики Тыва. За добросовестный труд, вклад в развитие тувинского горлового пения «Хюмей» почетной грамотой Министерства культуры Республики Тыва награждается Кыргыз Кира Кыргызовна, научный сотрудник Государственного бюджетного учреждения Республики Тыва, Международная академия «Хюмей». За многолетний добросовестный труд, внесенный вклад в развитие тувинского горлового пения «Хюмей», нагрудным знаком отличия Министерства культуры Республики Тыва награждается Монгуш Валерий Кетчилович, народный хюмейджи Республики Тыва, ветеран отрасли культуры. Донорова Ульяна Очуроловна, научный сотрудник Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований. Хлынов Константин Юрьевич, научный сотрудник Государственного бюджетного учреждения Республики Тыва, Международная академия «Хюмей». Министр культуры Республики Тыва Виктор Сергеевич Чикжит. Дорогие зрители, сегодня вы станете свидетелями уникального слияния аутентичного звучания горлового пения, тувинских национальных инструментов и симфонического оркестра, а также исторического события проекта «Симфония Хюмей». Тувинская народная песня «Арачал» исполняет группа «Алаш». Обладатели музыкальной премии звукозаписи Национальной академии искусств и науки Грэмми 2009 года и Красноярский академический симфонический оркестр, дирижер Михаил Масенков.
Это biz. Группа Алаш. Baştakladıyız. Группа Алаш, Народный комедий Республики Тыва. Аянол Сам, Бадугурду Ондар, Аян Ширижик. Музыка, будь она традиционная или классическая, имеет огромное свойство восстановить в организме человека гармонию. Сохранившиеся фольклорной традиции сакральное понимание музыки, а также звуки горлового пения, субтоны, обертоны создают особое эмоциональное состояние человека и лечебный эффект. Группа Чиргильчин. Мажалта. Заслуженный артист Российской Федерации, народный артистка Республики Тыва Айдысма Көшкендей, народный хоймейжи Игорь Көшкендей, Айдын Портанов, народный артист, народный хоймейжи Мүнгінол Ондар.
Молодчина. Владимир Тока. Симфония. Таежная. Третья часть.
Красноярский академический симфонический оркестр. Дирижер Михаил Масленков. Дорогие зрители, симфония Хэмэй – это своего рода музыкальный подарок для ценителей музыкального искусства Хэмэя и музыки в целом. Музыка не нуждается в переводе. Это интернациональный язык, с помощью которого можно выразить свою гамму чувств и эмоций, независимо от национальной принадлежности, веры, исповедания и культуры. Аранжировка и оркестровка Сюкдера Лудупа, молодого композитора, выпускника Казанской государственной консерватории, ученика Анатолия Лупова, заслуженного деятеля искусств РСФСР и однокурсника первого тувинского композитора Алексея Бактаевича Черголова. Группа «Одучу». Кейжин. Группа Одучу, Эмги Мангуш, Чиркис Соржу.
На сцену приглашаем группу Хюмей Бит. Шоран Очур, Айдын Седи, Народный хюмейші Республики Тыва Канкулер Сая, заслуженный артист Республики Тыва Айхан Оржан. Чаңғыс Бағлаш.
Песня «Экиатор». Группа «Алаш», группа «Чиргилчин», группа «Одучу», группа «Хэмэй Бит». И Красноярский академический симфонический оркестр. Дирижер Михаил Масенков.